Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. С 7 по 10 сентября в Сухуме проходит 32-я научно-техническая конференция «Вакуумная наука и техника». Форум «Команда Абхазии» под председательством президента Бадры Гунба открылся в Сухуме. В мире кино появился документальный фильм про великого кавказского танцора-балетмейстера Георгия Дзыба. В Сухуме открылся форум «Команда Абхазии» под председательством президента Бадры Гунба. На форуме состоится обсуждение конкретных решений в ключевых сферах: туризм, энергетика, сельское хозяйство, социальная политика, молодежные инициативы. Форум «Команда Абхазии» стал площадкой для стратегического диалога о будущем страны, на котором обсуждаются ключевые направления развития республики. Участники мероприятия представят проекты и инициативы, подготовленные в рамках проектов «Гостеприимная Абхазия», «Новые медиа Абхазии», «Созидатели Абхазии» и мастерское управление «Сенеж». В мероприятии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба. Глава государства отметил, что те возможности, которые создаются в рамках этого важного государственного проекта, пойдут на благо развития нашей страны. Уважаемые участники и гости форума, дорогие друзья, я рад приветствовать вас на открытии масштабного и знакового для нашей страны события – форума «Команда Абхазии». Само название говорит о главном. Мы все одна команда, объединенная общей целью – сделать нашу страну сильной, процветающей и комфортной для жизни. В этом зале сегодня собрались в том числе и те, от кого зависит будущее Абхазии. Представители власти, эксперты, ученые, предприниматели, общественные деятели. Именно такое объединение усилий, соединение опыта, знаний и инициативы дают нам возможность находить самые эффективные способы решения тех проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной. Этот форум стал возможен благодаря инициативе, с которой мы выступили в начале этого года, и тому живому отклику, который мы получили от тысяч граждан. Напомню, что из более чем 3200 участников конкурса «Команда Абхазии» победителями стали 22 человека, и ряд из них уже назначен на ответственные должности в органы государственной власти. Это реальные кадровые инвестиции в будущее нашей государственности. Для системной работы в этом направлении по моему поручению была учреждена автономная некоммерческая организация «Команда Абхазии». Ее цель – создать все условия для развития и самореализации наших граждан, укрепить человеческий капитал и работать на процветание нашей страны. Я, как председатель наблюдательного совета этой организации, лично заинтересован в том, чтобы она стала реальной движущей силой позитивных изменений, объединяющей инициативы и ресурсы для устойчивого развития нашей страны. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба в свою очередь подчеркнул, что участники проекта стали реальной кадровой командой. 46 из них уже занимают должности в органах власти. Каждый участник команды «Абхазия» – это энергичный, трудолюбивый, целеустремленный и высокомотивированный на успех и положительные изменения человек. А это именно те качества, которые должны лежать в основе нашей долгосрочной стратегии развития Абхазии как суверенного правового государства, исторически утвердившегося по праву народа на свободное самоопределение. Как это провозглашено в нашей Конституции. Генеральный директор ОНО «Россия – страна возможностей» и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что проект «Команда Абхазии» – это что-то большее, чем просто проект, добавив, что в Абхазии особенно успешно получается находить и объединять талантливых людей. Вся команда президентской платформы «Россия – страна возможностей» с огромной любовью делится всеми экспертизами и компетенциями. Но без энергии абхазского народа не было бы совершенно ничего. И я уверен, что это только самое начало, потому что впереди еще очень большое будущее.
Сегодня мы видим, как участники проекта «Команда Абхазии» создают социально значимые проекты. Да, и в первую очередь они нацелены для людей, для жителей Абхазии. Мы сегодня видим, как каждый отдается не только разуму, а целиком и полностью и сердцем. В свою очередь становится примером для всех остальных, что действует так же, как действую я. И все это благодаря вашему лидеру, президенту Абхазии Бадре Зурабовичу. В Абхазии есть мощный кадровый потенциал, и он нуждается в системной поддержке и развитии. Именно конкурс команды Абхазии показал необходимость создания полноценной организации, заявил генеральный директор организации команды Абхазии Георгий Габуния. Было очевидно, что много талантливых людей в районах остаются незамеченными, и конкурс стал для них первой реальной возможностью заявить о себе. В результате конкурса было отобрано 81 финалист и 22 победителя. Некоторые из них заняли высокие государственные посты в системе государственного управления. Важным продолжением конкурса стала возможность обучения финалистов и победителей команды Абхазии в мастерской управления «Сенеж». Успех этого конкурса, энергия его участников, конкретные проекты и решения, которые они предлагают, доказали – в Абхазии есть мощный кадровый потенциал. В рамках мероприятий между администрацией президента Абхазии и платформой «Россия – страна возможностей» был подписан меморандум о сотрудничестве. А меморандум анапацаю. Меморандум подписан. Конкурс команды Абхазии был реализован по инициативе президента Республики Абхазия с целью выявления и поддержки перспективных управленцев, обладающих высоким уровнем компетенции, управленческих качеств и создания в стране кадрового резерва. Ряд участников конкурса команды Абхазии были назначены на различные должности в органы государственной и муниципальной власти. Кундашова, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Вопросы сотрудничества обсудили президент Абхазии Бадра Гунба и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин. На ней затронули запуск совместных образовательных программ, обмен опытом, практические инициативы, которые представлены на форуме. Уважаемый Андрей Анатольевич, уважаемый Дмитрий Юрьевич, рады вас приветствовать. Если говорить о предыстории нашего сотрудничества, взаимодействия, нами было принято решение в начале года дать старт программе, которой мы уделяем очень важное внимание в подготовке кадрового резерва Абхазии. Программа под названием «Команда Абхазии». В рамках реализации этого проекта, очень важного для нашей страны, очень важно создать базу, платформу для экономического роста. А экономический рост не может быть достигнут без подготовленных специалистов, управленцев уже нового формата. Нам нужны прорывные решения, нам нужны новые подходы. Без профессиональной образовательной программы мы этого достичь не сможем. Команда Абхазии, та команда, над которой мы трудились совместно, можно сказать, я возлагаю огромные надежды на продвижение тех проектов, которые уже реализовываются, и те проекты, которые уже презентованы в рамках общей программы. Спасибо вам большое. Для нас это большой кредит доверия. Бадрович, вы только что сказали, что мы много что сделали, но нам кажется, что мы еще слишком мало сделали. И точно могу сказать однозначно, мы не первый раз пробуем, президентской платформы 8-й год уже идет, 25 миллионов участников, более 60 проектов различно запущено. То, что вы обозначили, что в команде Абхазии есть уже достаточно серьезное значение, точно так же эти методологии проходили в Российской Федерации, но любые методики, инструменты, откатанные, да, пробы ошибок, которые мы делали, которые вам передавали, без вашей команды, стремления, желания, горящими глазами и вот этой вот такой абхазской страсти, да, сделать свою республику гораздо лучше, ничего бы не получилось. Я вот, знаете, вы говорили, я даже для себя фиксировал, и еще раз вспомнил несколько моментов, да, я считаю, что к ним точно нужно вернуться, это говорит о невероятной силе абхазского народа
И еще больше невероятном успехе впереди благодаря такому лидеру, как вы. Потому что если посмотреть, вот даже запуск проекта «Команда Абхазии», мы ничего подобного никогда не делали. После вашего обращения, инициативы, согласования Владимиром Владимировичем прошло всего 6 дней, и мы запустились в Абхазии. И до сих пор мы это смотрим как наш высочайший уровень примера. Второй момент – это отношение к вашим инициативам жителей Абхазии. Вы заявили о проекте, еще будучи кандидатом в президенты. Какая невероятная вера вам населения Абхазии. Это больше 1% приняли участие в проекте «Команда Абхазии». Это на нас возлагает невероятную ответственность, поэтому мы вместе с вами учимся, и учимся у вас и у вашей команды. И за это большое спасибо. 7 октября глава государства совершил рабочую поездку в город Торчал, в рамках которой планировалось посещение объектов, где ведутся ремонтные работы. Визит начался с церемонии возложения цветов к мемориалу погибшим в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Также состоялась церемония возложения к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзенба, установленному в Торчале. Бадра Гунба также осмотрел ход ремонтных работ на проспекте Свободы, где накануне начали укладывать асфальт. Работы, включающие капитальный ремонт коммуникаций, начались 2 года назад. Кроме того, планируется капитальный ремонт некоторых улиц. Бадра Зурабович, удалось возобновить работы по центральной улице в городе Торчал. Ранее, 2 года назад, работы были начаты, были проведены работы по устройству водопроводной сети, по капитальному ремонту. На текущий момент уже подготовлено основание и порядка 40% первого слоя уже уложено. Средства удалось, восстановить уже в недавнее время. До этого неоднократно звучали, обещания и в предвыборный период, и до выборов о том, что эта улица будет обязательно сделана. Сегодня мы наконец-то, как творчелец, могу сказать, и с благодарностью в том числе эту задачу выполнили и доведем ее до конца. Сделаем 2-й слой, и у нас покрытие будет очень качественное и на долгое время. Понятно. Помимо этого, мы синхронизировали поставку битума. Это те дороги, по которым мы взяли обязательство до конца года реализовать. Наладили поставку битума, синхронизировали с работами. На сегодняшний день практически по всем направлениям, во всех районах республики у нас проводятся работы по укладке асфальта. И поставленные задачи до конца года мы теперь уже с уверенностью могу сказать, выполним в полном объеме. Отлично. Это те работы, которые жители города Торчал ждали на протяжении 30 лет. Это первые капитальные работы на центральной улице. Очень много обращений и заявок было с необходимостью решения этого вопроса для благоприятных условий и комфорта для жителей города Торчал. 2 года тому назад этот проект стартовал, но в связи с определенными сложностями, в том числе финансового характера, проект пришлось держать в режиме ожидания. Эти средства в этом году уже были изысканы, и процесс пошел. Помимо этой центральной улицы у нас запланировано еще в рамках наших договоренностей. Мы в каждом районе реализовываем эти очень важные инфраструктурные проекты, капитальный ремонт дорожного полотна. И плюс 2 улицы в городе Торчал будут отремонтированы. Считаю, что это очень важное и главное направление создания наиболее благоприятных условий для жителей города, для жителей района. Сегодня работы ведутся и в Очимчирском районе, и в городе Пицунда. Запланированы работы в городе Гагров, в городе Сухум. Также в рамках наших договоренностей до конца года такого рода проекты будут проведены в городе Гудаута. Так что мы реализовываем эти проекты масштабно и надеюсь, что нам удастся и дальше создавать наиболее благоприятные условия для хорошей инфраструктуры, для развития дорожного покрытия. Пользуясь случаем, конечно, я хотел бы поблагодарить наших российских коллег. Вообще, для понимания, плюс миллиард в этом году – это незапланированные средства, это те договоренности, которые мы достигли в рамках взаимодействия, и это создаст еще несколько дополнительных возможностей для благоустройства наших центральных автодорог.
Президент Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Уважаемый Владимир Владимирович, вы являетесь выдающимся государственным деятелем и одним из самых авторитетных мировых лидеров современности. Благодаря вашей мудрой, дальновидной и последовательной политике Россия уверенно занимает заслуженное место среди ведущих держав мира, внося решающий вклад в укрепление международной безопасности, стабильности и справедливости. Народ Абхазии искренне благодарен вам за неизменную поддержку и внимание, говорится в поздравлении. Представители МВД Абхазии принимают участие в международных соревнованиях внешних пилотов беспилотных авиационных систем. На турнире, а также круглых столах и выставке беспилотников в Подмосковье сотрудники органов внутренних дел России, Абхазии, Белоруссии, Киргизии обмениваются опытом по обеспечению безопасности транспортной инфраструктуры. О значении мероприятия для развития технологий и выработки новых подходов в работе сотрудников органов правопорядка рассказал глава делегации министра внутренних дел Республики Абхазия генерал-майор милиции Роберт Киут. Министерство внутренних дел Республики Абхазия планирует создание такого подразделения, потому что это сегодня на современном уровне очень важно для нас. Конечно же, демонстрация многих, так сказать, технологических решений, которые сегодня были здесь представлены, для нас очень интересны. Интересны отдельные аспекты, так скажем, связанные с программным обеспечением, потому что в Республике Абхазия планируется масштабная реализация проекта «Безопасный город» по аналогии, так скажем, некоторых регионов Российской Федерации. Мы эту тему тщательно изучили. Мы понимаем, что это сегодня нам очень необходимо. На выставке представлены в том числе и безэкипажные суда, которые мы в течение 2 лет последние развиваем непосредственно, против так называемый водолазный дрон, который также необходим работе транспортной полиции, своей работе непосредственно. То есть эти технологии мы делимся с коллегами, и совершенствуем эти технологии. К нам на соревнования пригласили в том числе и различных разработчиков, потому что только на соревнованиях, видя, как управляют этой техникой, различной техникой, и от специалистов, которые сегодня управляют этой техникой, они могут получить, наверное, ту информацию, которую впоследствии они реализуют уже в технических своих проектах. И это будет для всех позитивный момент. Глава ГАИ Дамир Авицбаснова обращает внимание владельцев автотранспорта на то, что упрощенный порядок выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии действует только до 1 апреля 2026 года. После этой даты водителям нужно будет получать удостоверение в России на общих основаниях. Уважаемые граждане, как известно, водители, имеющие двойное гражданство или российский вид на жительство, должны получить российские водительские права, чтобы управлять автомобилем на территории России. Напоминаю, что для граждан Абхазии действует упрощенный порядок выдачи российских водительских прав. Вам не нужно сдавать экзамены повторно. Новое удостоверение выдается на основании абхазских водительских прав, которые по-прежнему будут действовать на территории республики. Это стало возможным в результате договоренности президентов Бадры Гунба и Владимира Путина. Однако действовать данная мера будет только до 1 апреля 2026 года. В случае, если вы не получили удостоверение российского образца в срок до указанной даты, вы не сможете выезжать на территорию России на своем автотранспорте. Для получения прав после 1 апреля 2026 года вам будет необходимо выезжать в Российскую Федерацию, где процедура более не будет облегченной. Будет обязательная сдача экзамена на знание правил дорожного движения, а также сбор необходимого пакета документов
в том числе медицинских справок в медучреждениях Российской Федерации. На данный момент всего выдано 11 460 удостоверений. Вместе с тем 807 уже готовых документов все еще ждут своих владельцев. Призываем граждан воспользоваться предоставленной возможностью и активнее обращаться за получением удостоверения российского образца, так как подобная возможность у жителей Абхазии будет до 1 апреля 2026 года. Получить удостоверение можно в здании управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия по адресу улица Героев-Пограничников, дом 3, ежедневно со вторника по субботу с 9 до 18 часов. Одна из секций форума «Команда Абхазии», проводившегося 7 октября, посвящалась теме «Энергетика, инфраструктура и сельское хозяйство. Устойчивость и развитие». Модератором секции был вице-премьер Джансух Нанба. Он отметил, что работа секции будет построена в форме диалога, где каждый сможет высказать свое мнение, озвучить свои инициативы. В отрасли энергетики в нашей стране зависит абсолютно все. От настроения в наших с вами домах до каких-то результатов, да, на предприятиях, в компаниях, везде. О чем бы мы ни говорили, вопрос энергетики, он стоит у нас номером 1. Да, безусловно, за прошедший период, да вообще, если рассматривать весь послевоенный период, отрасль энергетики, она никогда не теряла свою актуальность. Энергетика в современном мире является неотъемлемой частью и жизнедеятельности и государства, и вообще существования любой семьи, любого гражданина. В определенные периоды у нас были проблемы, связанные с изношенностью сетей, всего электросетевого хозяйства. Эти проблемы остаются и сейчас, к сожалению. Но настал период, когда мы столкнулись и с острым дефицитом электроэнергии. Вы знаете, что основным объектом генерации для Республики Абхазия является комплекс Ингургэс. Не будем сейчас о истории, да, этого комплекса. Вам всем прекрасно известно, что основные рычаги управления располагаются на нашей территории. Водохранилище, которое подпитывает, да, этот комплекс, располагается на территории соседнего государства, так скажем. Вот. Сложилась определенная такая практика совместного использования этого объекта, что и удовлетворяло в той или иной степени наши потребности в электроэнергии сегодня, до сегодняшнего дня. Но особенно последние годы, с учетом повысившегося, да, объема потребления электроэнергии нашей страной, этот вопрос вышел на уровень, ну, как минимум, вопроса, который обсуждают на площадке Совета Безопасности. С 7 по 10 октября в Сухуми проходит 32-я научно-техническая конференция «Вакуумная наука и техника». Ученые рассматривают актуальные прикладные вопросы в технологиях, которые задействованы в самых разных отраслях. Подробности в репортаже Аэлиты Арутюнян. 32-я научно-техническая конференция с участием зарубежных специалистов «Вакуумная наука и техника» проходит в Сухуми. 2025 год объединил в себе важные даты не только для всего мира, но и для наших стран. Это 75 лет СФТИ, 80 лет победы в Великой Отечественной войне и 80 лет атомной промышленности России. Конференции в сфере вакуумных технологий служат ключевыми площадками для интеграции науки, образования, промышленности. Их тематика охватывает широкий спектр направлений, отражающих как фундаментальные исследования, так и прикладные задачи. В этом году отмечается 33 года создания Российского вакуумного общества имени академика Сергея Викшинского, ведущего ученого СССР, основателя советской вакуумной техники. 2 года назад по приглашению руководства Сухумского физического института мы приезжали и провели семинар, где-то 140 человек в нем участвовал, 20 человек со стороны Абхазии, 20 человек со стороны России. Ну, в общем-то, вот последние 2 года мы занимались подготовкой такого более крупного мероприятия, и вот сейчас так совпало. И, в общем-то, нам здесь нравится,
Здесь хорошая погода, хорошие люди. Научно-техническая конференция с участием зарубежных специалистов «Вакуумная наука и техника» проводится Российским вакуумным обществом с 1994 года. Конференция проходит ежегодно. В разные годы она проходила в Сочи, Судаке, Гурзуфе. В конференции принимают участие руководители и собственники крупнейших производителей и поставщиков вакуумной техники России. Для чего вакуумная техника создавалась? Она создавалась для реализации так называемого атомного проекта, для реализации космического проекта. Ну и плюс еще целый ряд есть технологий, которые не могут обойтись без вакуумной техники. Ну а что касается, вот назовем так, для простого человека, он практически каждый день сталкивается с вакуумной техникой, приходя в магазин, покупаете, допустим, хлеб в упаковке или какой-то продукт в вакуумной упаковке. Упаковка нужна для того, чтобы продукт как можно дольше сохранялся, не окислялся, не портился. Огромное количество применений вакуумной техники. Вклад Сухумского института в космические и атомные технологии – это история синтеза уникальной научной среды и политической воли. СФТИ демонстрирует редкую способность трансформировать фундаментальные открытия в прикладные решения. Сегодня институт остается живым символом научного моста между эпохами. В Абхазии вот этот институт, Сухумский физико-технический институт, был одним из ведущих предприятий в тот момент Советского Союза, который занимался, в частности, и атомным проектом, и ускорительно-накопительной техникой. Но, в частности, мы рассматриваем сейчас как вариант восстановления ускорительного накопителя, который имеется в Сухумском физико-техническом институте. 2 года назад мы его посетили, провели такую предварительную оценку, ревизию. Этот ускоритель можно восстановить. В частности, можно его использовать для медицинских целей, для наработки специальных изотопов, которые применяются, в частности, для борьбы с онкологией, ну и какими-то другими новообразованиями. Сергей Нестеров рассказал, что по итогам данной конференции сухумскими коллегами должны обменяться технологиями, а дальше задача, чтобы сработал так называемый синергетический эффект, когда 2 разные технологии между собой взаимодействуют, а их результат не просто сумма, а увеличение какого-либо продукта из 2 технологий. А перспективы такие, в общем-то, с руководителем института Анатолием Ивановичем Марколи мы договорились о том, что будем взаимодействовать. Вот начинаем с этой конференции, и в перспективе мы планируем, если у нас все пройдет хорошо, здесь сделать свою базу и следующую 33-ю конференцию тоже провести здесь. Нам хотелось бы, чтобы образовался некий такой мощный импульс по развитию вакуумной технологии, здесь в частности в Сухумском физико-техническом институте. И мы хотим посмотреть на другие организации, которые можно, так сказать, в нашу вот эту сферу как-то, так сказать, сделать так, чтобы просто посмотреть, какие есть еще технологии, и как их можно развивать. Так, на мой взгляд, поле для развития здесь в Абхазии оно есть, оно большое. История Сухумского физико-технического института неразрывно связана с развитием советского атомного проекта и ключевой ролью немецких специалистов в создании технологий вакуумной техники для разделения изотопов урана. СФТИ, основанный как центр прикладной физики, пережил значительную эволюцию. Сегодня СФТИ – подразделение Академии наук Абхазии, сохранившее научную школу. Институт же существует с 1945 года. И многочисленные задачи, которые тогда решались, для того, чтобы иметь направление такое развития, атомной отрасли. И среди этих задач всегда стояла очень сложная в технологическом плане задача, как получить хороший вакуум в различных установках. Дело в том, что вакуум очень трудно получить, поэтому в 40-х, 50-х годах было достигнуто выдающийся такой результат, когда параметры вакуума были на несколько порядков улучшены. И это засчитали заслугой СФТИ. Среди научных направлений конференции встречаются вакуумные технологии в космической и атомной отраслях, вакуумные системы, устройства и технологическое оборудование. Дело в том, что участники конференции – это самые профессиональные, самые опытные ученые, инженеры, которые непрерывно занимаются вакуумной техникой. И именно опираясь на наши достижения, сейчас происходит дальнейшее развитие этого направления. Естественно,
наше взаимодействие – это не просто вот встречи и обсуждения. Это конкретно потом преобразуется в новые установки, новые приборы, новые технологические какие-то новшества. На данном мероприятии присутствуют представители 48 организаций со всей России и Казахстана, а также 20 представителей Сухумского физико-технического института. Наш институт находится в постоянной связи со многими организациями и Росатом, и Роскосмоса, и участковым центром, и с подразделением Российской академии наук, в частности Сибирского отделения, Северо-Западного отделения, Южный научный центр. Также на конференции можно было заметить один интересный объект. Это флаг Российского вакуумного общества имени Сергея Викшинского. А необычность заключается в том, что данный флаг был на борту МКС. Он пролетел 40 миллионов километров. По итогам работы конференции будет опубликован сборник трудов, индексируемый в Российском индексе научного цитирования. Айлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Ровно 2 года назад, 7 октября 2023 года, боевики палестинского движения «Хамас» вторглись в Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию, в результате которой в секторе разрушено 95% жилых домов и инфраструктуры, и погибли более 66 тысяч человек. Палестинские радикалы атаковали музыкальный фестиваль «Нова», организованный недалеко от сектора Газа, и несколько приграничных деревень. По данным правительства Израиля, тогда погибли почти 1200 человек, большинство из которых были гражданскими. Также боевики «Хамас» взяли в заложники более 250 человек, 48 из которых до сих пор удерживаются в секторе Газа. Власти Израиля назвали это террористическое нападение самым массовым единовременным убийством евреев со времен Холокоста. Ответные израильские авиаудары и боевые действия между израильской армией и Хамас привели к разрушениям и большому числу жертв среди мирного населения, что, согласно отчетам местных властей, сделало сектор Газа, где ранее жили 2 миллиона человек, непригодным для жизни. Целые кварталы стерты с лица земли. По официальным данным, менее 20% домов пригодны для проживания. Из 38 больниц в секторе 25 прекратили работу, остальные работают лишь частично. Число погибших в секторе превысило 66 тысяч человек, из них более 19 тысяч детей. Раненых свыше 167 тысяч. Внутренних беженцев почти 2 миллиона человек. В годовщину нападения люди собираются на центральных площадях Тель-Авива и Иерусалима в память жертв и заложников. Они призывают правительство Израиля и президента США Дональда Трампа достичь соглашения с Хамас. 29 сентября Трамп обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Согласно источникам местных СМИ, в Египте посредники работают вместе со сторонами над выработками механизма освобождения палестинских заключенных и израильских заложников. К другим новостям. «Танцуй как дзыба». В мире кино появился новый документальный фильм про великого кавказского танцора, балетмейстера Георгия Дзыба, снятый Международным объединением Алашара и фондом Мусы Игзекова. Показ фильма состоялся в Сухуме при поддержке Сухумского офиса Всемирно-Абхазо-Базинского конгресса. На презентации фильма побывала наш корреспондент Нала Шинджерия. Великий танцор Кавказа, иначе его не назовешь. Танцор и балетмейстер Георгий Дзыба – это легенда кавказского танца. Танец в исполнении Георгия производил неизгладимое впечатление на всех зрителей. После его выступления выходить на сцену представлялось сложным, ведь он поднимал танцевальную культуру каждого кавказского народа. Наши первые съемки произошли именно здесь, выездные. И у нас, когда проходило интервью с Майей Герзмавой, она сказала такую фразу: даже когда его не стало, очень много лет, мы, прежде чем подбодрить себя перед сценой, очень часто говорили такую фразу: «Танцуй как дзыба». И фильм сам себя назвал, я считаю. Об этом же нам говорили и в Республике Чечня, когда мы ездили и брали интервью, что его ученики писали на ичигах «Танцуй как дзыба». И подбадривали себя именно этой фразой. Поприсутствую
посмотрю, что они сняли, какой фильм. Он заслуживает вообще всякое. Такого трюкача, такого танцора редко вообще на Кавказе. Царство ему небесное, я знала, правда, мало я успела, когда я пришла совсем молоденькая, он уже был большим солистом. Вот. Потом он ушел как-то, но на Кавказе равного не было. Пусть таких побольше будет на Кавказе танцоров. В День памяти выдающегося танцора Международное объединение Алашера и фонд Мусы Игзекова решили снять фильм про балетмейстера Георгия Дзыба. Документальный фильм «Танцуй как Дзыба» осуществлен в рамках проекта Амазара. Много лет обсуждалась идея создания этого фильма, и вот только год назад он был снят. Создатели документальной ленты собрали по крупицам воспоминания о танцоре, записав людей, знавших его. У нас один танец поставил, как балетмейстер. И в этом танце, значит, на каждого он так смотрел, кто выглядит нормально, себя хочет показать в этом танце. Он знал, вот так посмотрит, так, а Маршал, сюда иди, тот сюда иди, ты здесь подходишь, ты сюда подходишь, вот так вот, такой был. Какие данные ты имеешь, он использовал. Вот так вот было. Многие, наверное, знают проект Амазара, автором идеи, кстати, который являлся Мусаха Балевич Игзеков. Вот. И, как многие знают, это проект, направленный на сохранение и развитие нашего культурного наследия. В рамках этого проекта были сняты фильмы про наши танцы, про нашу музыку национальную, про изготовление национальных инструментов, про ножи наши, про абхазские национальные игры. Вот, то есть очень много фильмов было снято. Этот фильм, который мы сегодня презентуем, он уникален тем, что это первый биографический, скажем, фильм в рамках этого проекта. Вот, фильм, который рассказывает о великом танцоре. Лауреат мировых наград, человек, вдохновивший не одно поколение артистов, Георгий Дзыба родился и вырос в Карачаево-Черкесской республике. Еще с подросткового возраста у танцора проявился талант к музыке и танцам. Каждое его движение было отточенным. Он был настоящим знатоком своего дела. Шене на одно колено он выполнял с закрытыми глазами. Ставил самые сложные связки в танцах. К сожалению, на сегодняшний день многие о нем не помнят, многие о нем не знают. И как раз вот своим фильмом мы решили изменить эту ситуацию. И этот фильм очень ценен для того, чтобы не только сохранить память об этом легендарном человеке, но и для того, чтобы сохранить память о том колоссальном вкладе, который он внес в танцевальную культуру народов Кавказа. Мы смогли заснять его ближайших родственников, мы смогли найти фотографии с этим человеком, где он, на которых запечатлен он в разных регионах Кавказа. Есть старые снимки, есть старые видеозаписи, как он танцует со своей матерью. Мать у него, кстати говоря, заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики. В свое время Георгий Дзыба выступал в Черкесском национальном ансамбле песни и танца. За время работы в ансамбле он создал много номеров. Всем запомнились абазинский джигит и танец абазинских наездников. Хореограф-балетмейстер работал также в Майкопе. Далее судьба направляет его в Дагестан в ансамбль «Лезгинка». Затем Чечня, участие в ансамбле «Войнах». Георгий Дзыба работал и в других городах Советского Союза. У нас родилась с нашей командой идея, чтобы это был не просто документальный скучный фильм, чтобы был такой-то, танцевал-то там-то. Мы нашли замечательного танцора в лице Димы Коралова. Он тоже по своей профессии трюкач, барабанист. Он проникся всем этим сюжетом и хорошо передал полностью весь образ героя. Написали интересный сценарий, и я думаю, у нас эта задумка получилась. И получился такой документальный, но очень динамичный фильм. Я хочу, чтобы мы этим фильмом, может быть, достучимся до многих мальчишек, и они пойдут по его пути. Когда Георгий Дзыба получил звание «Заслуженный артист РСФСР», ему было всего 24 года. И среди танцоров ему не было равных. Именно он впервые придумал и поставил танец с саблями. А уже потом кавказские балетмейстеры брали с него пример. Среди номеров, которые ставил Георгий Дзыба, есть одна хореографическая композиция, которая длится более 15 минут. Хореографическую композицию «Под небом Войнахов», который осуществил, будучи балетмейстером ансамбля «Войнах», Георгий Дзыба. И этот танец
хочу вас обрадовать. По сегодняшний день идет в программе ансамбля «Война» и является одним из лучших танцевальных произведений. Это о многом говорит. В 1973 году танцор Георгий Дзыба приезжает в Абхазию, где начинает работать в государственном ансамбле песни и танца. Также он танцевал в ансамбле «Шаратын», где успел поставить несколько номеров. Он был всегда строг к себе, работал и творил до конца своих дней в Абхазии. Ушел из жизни в возрасте 57 лет. В этом году Георгию Дзыба исполнилось бы 91 год. Налач Хинджерия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В Мытищинском центре единоборств состоялся всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти Дениса Кварасхелия, талантливого спортсмена, кандидата в мастера спорта по универсальному бою и самбо, члена сборной России и Московской области. Денис был не только успешным спортсменом, но и добрым, жизнерадостным человеком. Он готовился стать тренером и внести свой вклад в развитие спорта, но, к сожалению, погиб молодым. В турнире приняли участие 420 юных самбистов и 54 команды, представляющих 12 регионов России. Мытищинские спортсмены показали отличные результаты, завоевав 7 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей. Этот турнир стал не только спортивным событием, но и данью памяти замечательному человеку, чье имя навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. У Дениса была отличительная черта. Он у нас был настолько добрый, отзывчивый мальчик, что он был готов сделать что-то в ущерб себе, но всегда пойти на помощь, навстречу товарищам, ближним, окружающим, особенно младшему поколению. Этого ребенка, спортсмена, его действительно любили все. Для нас, конечно, это безусловно важно. Мы всем благодарны за поддержку. Рады всегда видеть всех на Мытищинской земле, тем более на турнире памяти Дениса Кварасхелия. Часть Сухума останется без воды 8 октября, сообщили в столичном водоканале. С 0 часов до 8 утра из-за ремонтных работ подача воды прекратится на улицах Эшпа и Адыгейской, в Старом поселке, Нагорной и центральных частях города, районах Виема, Рынка и Маяка. И в завершении выпуска о погоде. В среду 8 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.